За ликвидацию самой крупной свалки в Назране взялись еще в мае. Несанкционированному полигону почти 20 лет. Сюда свозили мусор из Назрани и Назрановского района. За эти годы она разрослась аж до 10 гектаров. Но благодаря нацпроекту «Экология» этот вопрос многолетней давности совсем скоро останется в прошлом. Этот объект внесен в государственный реестр объекта накопленного вреда окружающей среде. Этот реестр ведет Минприроды России. Сейчас в рамках федерального проекта «Чистая страна» ведется его ликвидация. Планируется вывести по проектным решениям более 359 тысяч кубов отходов. Эти отходы вывозятся на полигон в СП Нестерское, который внесен в государственный реестр. То есть единственный санкционированный полигон, который есть у нас сегодня в республике. Как отмечают в надзорной компании, свалочный грунт отсюда вывозят на санкционированный полигон в Нестеровском для его дальнейшей переработки. Вывезено в пределах 25-30% запроектированных объемов грунта. Кроме того, мы сделали ограждение, то есть генподрядчик сделал временное ограждение, время здания, ограждение. В принципе, это объект несложный, тут просто соблюдение техники безопасности и работа с отходами, с мусорными отходами. Вот, как вы видите, вот эти работы на данный момент здесь ведутся. Каждый выезжающий груженный КАМАЗ с мусором обязательно проезжает через так называемую дисбарьерную яму. Она дезинфицирует колеса выезжающего транспорта. В рамках нацпроекта ликвидируют еще одну несанкционированную мусорную свалку в Нестеровском. Как только завершится работа здесь, все силы и средства будут брошены на этот объект. Ну а пока все работы проходят в штатном режиме. Правда, частые дожди портят планы, но несмотря на это, подрядчик обещает уложиться в срок. Свалочный грунт техника, рабочая сила. Ахчам пока что проблем не даст. Единственное, догашка затруднение худо, но царка состоят, Бог соцахам даст. 40 единиц техники пока тоже объем, пока осваивают дуатры, график хаджа должлатого, шейскаватор, все бульдозер, дополнительно подключать, пока есть 35 самосвал, разнорабочий, на бокс. Завершить работу планируют до конца сентября. Этот целевой показатель необходимо достичь в рамках федерального проекта «Чистая страна». Как отмечают представители Минприроды, по окончанию работ местные власти планируют разбить здесь городской парк. Следует отметить, что Ингушетия – один из первых регионов, где приступили к реализации национальных проектов. Ну а главное направление нацпроекта «Экология» – это улучшение экологической обстановки в стране и качество жизни граждан. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24.